Здравствуйте, студенты! Вас приветствует первое и последнее пилотное студенческое телевидение. А сейчас на часах ровно 22:53 и в эфире передача «Доброй раницы, студент». Утром вы нас все равно проспите, поэтому придется смотреть сейчас. А пока наши специалисты ловят бесплатный Wi-Fi в айсберге, мы начинаем. И как говорится в учебнике английского языка, begin, began, began, дорогие вы наши. Все ближе международный профессиональный праздник студенчества 17 ноября. Ну, если вы понимаете, о чем я. Студенты вообще любят отмечать все профессиональные праздники, будь то День строителя или День работника сельского хозяйства. Ведь неизвестно, куда распределение матушка забросит. Антон, а ты знаешь, что у студенчества существует масса примет? Так. Вот, предположим, одногруппник в очереди к быстрой булочке. Так. Шоколадка вахтерши к хорошему вечеру. Так. И именно о приметах наша следующая рубрика. Вітаю вас, шановныя гледачы! Сёння Піліп Дачкарот. У гэты дзень адзінокія мужчыны балгарскай знешнасці маглі нарадзіць сабе дачку. 15 лістапада – чацвер, дзень бясплатнай лістоўкі. Святары клалі бясплатныя лістоўкі ў логава падземнага змея і казалі: хто лістоўку знойдзе, той дадому пойдзе. У суботу прысвятак Міксона і Светы. Гэта першыя клубныя святары ў язычных славян. У гэты дзень толькі мёртвы не хацеў паклубіцца. Менавіта ў тыя гады з'явіліся першыя ДК. За ДК беларусы пачалі хадзіць, каб шлюб завесці, ды сілай памерыцца. Заступнік нядзелі Васіль Хворы. У гэты дзень трэба было спаць і казаць, што больш нікуды ў наступную суботу не пойдзеш. А зараз трохі пра надвор'е. Яно няўстойлівае, таму насіце з сабой усё адзенне, што ў вас ёсць. Вот, к сожалению, и подошло к концу наше эфирное время. А впереди еще финансовые новости, ну а мы с вами прощаемся. Доброго вам утра, студенты! Халява приди, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами передача «Готовим вместе сосису» и я ее бессменный ведущий Андрей Якубович. Уже 33-й выпуск рядом мы в совершенстве овладеваем навыками готовки сосисы. Потому что, да, предела совершенству нет. Для того, чтобы приготовить сосису, нам необходимо вода, кастрюля и, что бы вы думали, королева сосиса. Ставим сосису на плиту и ждем. Поздравляю, наш вкусный зритель! Кулинарный шедевр готов. Приятного аппетита! Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск передачи «Студзона X». И в студии я, Александр Шептуха. Как говорится, не все полезно, что в рот полезло.
Вчера под окнами столовой БНТУ номер 2 была найдена котлета. Сейчас выясняются причины убийства. Но пока главной версией остается секретный рецепт, из-за которого, собственно, и произошла трагедия. Репортаж Анатолия Быстрого. Всю ночь на месте трагедии работали следователи. Были опрошены работники учреждений и соседи близлежащих домов. По предварительной версии, мотивом преступления послужил секретный рецепт, который уже не первое столетие принадлежит кулинарным магам этой обители. Уже через несколько секунд после происшествия в дежурную часть начали поступать звонки от очевидцев. Мне подали борщ с мухой. Так мне было страшно, но дети плакали от страха. Главный повар столовой не смог найти слов, чтобы прокомментировать это происшествие. Я не виноват. Я просто на это все смотрел и наблюдал. Я обычный зевак. Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Возможно, уже сегодня в нем появятся фигуранты. Стоит добавить, что это уже не первый подобный случай. На прошлой неделе из окна одного из студенческих общежитий вылетел тефтеля. Есть ли связь между этими, безусловно, похожими преступлениями? Следствие пока не готово дать ответ. Анатолий Быстрый, Павел Резкий и Антон Дерзкий. Телекомпания Студ ТВ, Минская область. О том, что еще важного и интересного произошло, мы узнаем раньше других. А вы, конечно, увидите первыми. Всего хорошего и войдите в сессию.